Нараджэння Рычы Блэкмара, гітарыста гурта The Purple. Толькі ў Мінску прайшло некалькі канцэртаў, а колькі прайшло разнастайных фэстаў у вузкіх колах музыкантаў. Я проста баюся назваць лічбу. На жаль, сам старына Рычы на гэтыя тусоўкі не з'явіўся. «22 красавіка у Палацы культуры трактарнага завода у кафе под назвай «Время» адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны 47-й гадавіне з дня нараджэння вялікага сына ангельскага народа, гітарыста сусветна вядомай групы The Purple Рычы Блэкмара. Галоўным арганізатарам і натхніцелем гэтай грандыёзнай акцыі, як заўсёды, быў нястомнай барацьбе за святую справу беларускага рок-н-рола старшыня прэзідыума Вярхоўнага музычнага савета Минского рок-клуба Владимир Зайченко. Группы отбирались очень просто. Те, кто играл Deep Purple, те, кто играл Rainbow, вот они сегодня сыграли. Я, например, очень доволен, что те группы, которые выступали в прошлом году, вот Diz Rider, допустим, и Strangles, они выросли просто, в 5 раз выросли. По поводу остальных групп, которые удалось услышать сегодня. Принцип Домино великолепная команда. Просто действительно хорошее шоу, хороший, звук, хорошая игра. Профессионалы. То есть я ничего не могу сказать. Вот. Очень хорошая команда, Спинска, команда Invention. Она меня просто порадовала. То есть это настоящий такой White Snake, настоящий там Rainbow, настоящий, все хорошо, короче говоря. Я сегодня полностью удовлетворен. У меня есть небольшое обращение к рок-музыкантам города Минска. Сейчас очень модно каждому президенту объявлять свой референдум. Вот у меня тоже пришла такая мысль, что мне надо объявить небольшой референдум среди музыкантов города Минска. Нужно ли нам в очередной раз устраивать Рок-ринг 3? То есть было 2 рок-ринга. Один был летом, один был зимой. Сейчас уже весна. Кто не знает, что такое рок-ринг? Рок-ринг — это то мероприятие, когда сами музыканты вкладывают свои деньги для того, чтобы выступить на сцене. Потому что нет никаких спонсоров, нет никаких, людей, которые бы нам что-то давали. Сами музыканты платят за свое выступление. Если есть такие группы, которые хотят на таких правилах заложить свои деньги и выступить, пусть они мне позвонят. А зараз відэакліп. Просто відэакліп ад Владимира Зайченкі.
возможности интеграции названия ИИИ в интернациональный контекст. ИИИ не пишется, не читается и не произносится в латинской транскрипции, Отныне группа будет именоваться «Мусташ». что в переводе с английского означает «усы». Презентация первого альбома «Там, где орудуют кинжалы» состоится. Всегда свой В. Шугалей.